Сейчас у меня планы какие. Мне, наверное, надо посетить разборку. Все-таки фару мне нужно приобрести. Здесь будет, наверное, и дешевле. И за пересылку потом не надо будет платить. И еще у меня такая проблема. Ну, проблема не проблема, это я легко отделался. Когда мне меняли масло, или когда я заехал неудачно, упал в яму. Одним боком. Ну, потому что машина узкая, там ограждения вроде были, а на них именно вот рельсовые. Я на них понадеялся, но они, оказывается, недостаточные, чтобы мою машину удержать. Поэтому вот такая ситуация у меня сейчас. Защита. Но это защита, я посмотрел, там ни одной вмятины нет на самом породе. То есть нормально, мне повезло. Ну и вот здесь вот тоже немного у меня. Но защелкнуть я не могу, скорее всего приклею. Здесь приклею. И вот это, наверное, тоже приклею. Если не удастся приклеить, то буду потом на последующих разборках искать. Нужно будет еще заехать, конечно, в центр, как обычно, посмотреть площадь центральную, памятник Ленина. Я памятник Ленина фотографирую не потому, что я фанат Владимира Ильича Ленина. Я считаю, что, в общем-то, он негативную роль сыграл в истории. Но так как площадь Ленина есть везде, и, как правило, это центральная площадь любого города, я считаю себя, скажем, необходимым ее посетить. Ну, сейчас я на площади Ленина. Чита. Здесь каменная композиция. Ну, камней-то уже здесь навалом в Читинской области, поэтому привезти вот другое дело их сюда. А вот и сам Ленин. Выполненный, наверное, из гранита, что ли, или облицованный гранитом. Тьма, гулик. Все сюда слетелись. Сцена. Сегодня, вероятно, будет какое-то шоу здесь, но меня тут уже не будет. Чита, 170 лет. Здесь что-то тусняк какой-то. Какие-то ряженые ходят.
Молодежь в основном. Я ищу себе левую фару. Вот сзади магазин, там в разборе Suzuki Hustler не было. В другие разборки, я думаю, есть смысл позвонить просто и все. Что по ним ездить-то. Сейчас обзвоню. С кинзой, Ага. курочка с грибами, соевым уксусом, мясо, овощи не острые, с томатами не острые, Ага. говядина среднеострая, сырная, с яйцом. Вот Так. это с яйцом, добавление яйца. Это китайский самовар сам себя варит. Вот это все. А, вот это вот интересная вещь. Да, сам себя варит. Вот это фунчоза. Зашел в магазин продуктов быстрого приготовления, чтобы с собой увезти, там людям подарить, самому поесть, и было бы чего вспомнить. Ассортимент, конечно, впечатляет. А, понял. Это рис или что-то еще другое? Вот это... Вот ореховая паста. Угу. Вот это приправа для габаджоба, для приготовления габаджоба. Ну вот приехал на смотровую площадку. Ну тут свадьба гуляет он. Ну меня, понятное дело, никто не пригласит. Ну я думал, смотровая площадка повыше будет. Ну хотя видно, в общем-то, все. Ну тоже такой город на котловине, на сопках, вокруг сопки забайкальские. Часовня. Никак не могут вот люди без того, чтобы что-то не навешать сюда. Даже он салфетки какие-то вешает. Ну зачем вот это? Мне вообще-то нужна проволочка. Я не вижу здесь ничего. Одни веревочки. Даже какие-то бусики из ракушек. А проволочки я не вижу. А проволочка мне нужна для того, чтобы достать вон там в глубине, где-то на 30 сантиметров, крепление для... Вернее, одна часть для крепления аккумулятора. Потому что сейчас будут наверняка какие-нибудь бугры, и на них аккумулятор может просто вылететь. Вот мне нужно... Палкой не получается, хотя может быть сейчас получится, она туда вон. В общем, занимаюсь. Проволочку может подцепить было, хотя тоже не факт. Проволочку я не нашел, но сделал такой крючочек. Сейчас им буду пытаться что-то сделать. Ну, он такой достаточно длинненький. Вот он, я его тяну. Крючок этот. Не крючок, а направляющий. Блин, вернее, держатель. Она там за что-то зацепилась. Лучше рукой взять его. Так. Все, сейчас аккумулятор закреплю. Авторазборы читинские я все обзвонил. Левой фары на Suzuki Hustler у них нет. Может быть, вообще на Suzuki Hustler ничего нет.
Ну что, время около 2. Поехал я по дороге на Улан-Удэ. Сегодня проеду, я думаю, не больше 300, даже 400 километров. Встану где-нибудь в каком-нибудь красивом месте. В каком-нибудь озерце, если дождя не будет. Ну заеду сейчас в какую-нибудь кафешку покушаю. От Читы дорога идет вот уже километров 50. Гладкая, ровная, скучная. Ну, подъемчики есть, конечно. Вдалеке там горы какие-то виднеются. У меня все 3 карты памяти заполнились. Надо чистить сегодня, поэтому дорогу показать не могу. Но она похожа чем-то на нашу дорогу, европейскую. Вдалеке просто какие-то там горы, холмы, сопки. Единственная разница. Все-таки надо отдыхать. То есть дня 3 за рулем, ну 3-2. Потом сутки надо отдыхать все равно от руля, потому что чувствуешь усталость, и уже удовольствия никакого от путешествия нет. Я понимаю, там есть у тебя работа. Там ты на фуре работаешь, там деваться некуда, там гонишь и гонишь. А тут все-таки нужно снять какую-то квартиру, гостиницу и сменить сферу деятельности. Вот сейчас я себя чувствую отдохнувшим, посвежевшим, готовым еще дня 3 ехать. Ну, ночью, естественно, надо спать. Мне, по крайней мере. Кто-то ночью любит ездить, я не люблю. У меня, во-первых, зрение не очень хорошее, мягко говоря. У меня блики. Во-вторых, смысла не вижу ночью ехать. Все равно вокруг ничего не видно. И как-то много теряешь, в общем. Дикие степи Забайкалья представляют себя следующее. Вот пригорочек. Дальше степь. Вот здесь такое природное явление, но я имею в виду, вот она. Гроза идет, мимо идет, мимо. Но она может в любой момент повернуть на меня, допустим. И солнце. Именно со стороны, где солнце тучи идет. Вдалеке горы. Или сопки, как их здесь называют. Очередная стоянка между Улан-Удэ и Читой. Ночевка, вернее, ночевка. Ну, я сюда вот в стороночку заехал. Перегоны стоят. Кафе Светлана. В него я, наверное, не пойду. А может, схожу, подумаю. Много-много фур. Автовозы. Ну, в общем, всякой твари по паре. Можно было бы еще чуть проехать. Время только начало 8-го. Ну да ладно. Сейчас что-нибудь перекушу. Ну и буду, скорее всего, фильм монтировать. Утро 24 августа. Кофе кипячу. Не кипячу, а грею вот так. На медленном огне. Завылазить в лом. Хотя, в общем-то, ничего тут страшного нет. Ради эксперимента. На улице +8. Не жарко, мягко говоря. Под спальником превосходно. Без спальника, конечно, было бы холодно. Ну и в термобелье я, естественно. Заметно прибавилось.
А можно сказать, яблоку упасть негде. Конечно, есть где упасть. Но меня прям прижали, зажали. Ну, я проеду здесь вот. Конечно. Есть где проехать. Ну, зашел еще кофеюшку попить. Кафе Светлана. В общем, пробил я колесо, на яму наехал. Хорошо, недолго проехал, сразу затормозил. То есть я не успел его еще изживать. Это у меня уже второе пробитое колесо. Ну что, сейчас буду менять. Запаска у меня, слава богу, есть. И до первого населенного пункта шиномонтажа что-то мне там, наверное, сделают. На эту ямку я наехал. Или на эту, или на эту. По-моему, на эту. Вот эту я успел объехать. А вот эту я успел, по-моему, объехать. А вот об эту я долбанулся. Сифонит, не качается. Вряд ли здесь, конечно, что-то сделают уже. Вон. Наверное, колесо, резину придется искать. А может быть, даже большего диаметра куплю. В Читинской области вот такие леса растут. Ну, не только такие, но тут березы, кедр. И брусничник. Брусника, брусника, брусника. Маслята. Почти такие же, как у нас. До ближайшего более-менее значимого населенного пункта 54 километра. Там шиномонтаж должен быть, потому что там вроде, скажем, ну, кафе есть, там, как правило, шиномонтаж есть. И к тому моменту они уже, наверное, будут работать, хотя сегодня воскресенье. Будут, наверное, работать. Потому что колеса в любой момент прокалывают. В любое время, и дня, и ночи. Здесь такая дорога, фуры ползут медленно. Кто-то обгоняет. Но я не буду никуда спешить. Вот эту фуру я сейчас обогнал, смотрю, она всех обгоняет. Куда ему надо? Тут минус в том, этой дороги, что на обочину особо нигде не встанешь. Да вообще нигде не встанешь. Отдохнуть там, еще что-то. Потому что тут сразу увязнешь. Все, вон грязи сколько навыдавливали. Поэтому едешь, едешь, едешь. Пока не кончится вся эта галиматень. Вроде жизнь наладилась с дорогой. Но там вон сопки и туман. А я поехал. Впереди мост. Какой-то полуразрушенный. Но он аварийный, вернее. Поэтому мне надо проезжать, как говорится, во вторую очередь, потому что на знаке стоит, что я пропускаю. Но я за фурами. Вот они ждут, пока я проеду. Решил я доехать до Улан-Удэ на этой шине вот. Там я присмотрелся за 4002 колеса почти новых. Они диаметром больше, те, на которые я хочу эту летнюю резину менять. И поставлю их наперед, будет чуть повыше у меня вперед, пока.
Потом такие же, если посмотрю, может быть, найду такие же в процессе пути. Или уже в конце, на следующее лето. Нет смысла то колесо делать, его никто и не будет делать, скорее всего. Да и не меньше 1500 возьмут за ремонт. Ну и зачем мне это надо? Лошади спят. Я подъехал, даже не шелохнуться ведь. Стоя спят. Вон глаза закрыты у серой. Интересно?